Шохлопанбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 43-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом давайте приступим к сегодняшнему занятию. На сегодняшнем занятии у нас с вами по плану мы с вами освоим несколько скороговорок, которые помогут нам отработать несколько важных звуков. После этого мы с вами пройдемся по правилам чтения, попробуем отработать произношение этих звуков в словах. Заодно пополним свой словарный запас. Так, давайте не будем откладывать, сразу приступим к занятию. Первая часть нашего занятия – это развитие речи. Давайте по традиции уже вспомним, как скороговорки на абазинском языке. Скороговорки на абазинском языке аласхяраква. Аласхяраква. Давайте обратим внимание на выделенные звуки и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных звуков. Обратите внимание на звук, который выделен зеленым. Это звук «х». Давайте обратим внимание на то, как он пишется. Пишется как «х», палочка «в». Произносится как «х». «х». Давайте вспомним, что звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «трава». Трава на абазинском языке «хра». «Х», «хра». Звук «х», видите, выделен голубым. Мы с вами помним, что мы его запоминаем с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке «х». «х». Итак, давайте приступим теперь к самому занятию. Первый звук у нас с вами по плану это звук «х». «Х». Давайте теперь обратим внимание сначала на то, как пишется звук «х». Звук «х» пишется как «х», твердый знак. «Х», твердый знак, образует звук «х». Теперь давайте прочитаем эту скороговорку, потом попробуем, прочитаем еще раз, попробуем отработать произношение этого звука. Акха цамчха, хада ашха тхал. Акха цамчха, хада ашха тхал. Еще раз давайте все вместе прочитаем. Акха цамчха, хада ашха тхал. Вот очень хорошая скороговорка помогает нам с вами отработать произношение звука «х». Да? Акхаца – мужчина, мчха – сильный, да, такой. Хада – с непокрытой головой, ашка. Ашка ткал, то поднялся в горы. Итак, давайте теперь разберем выделенные звуки. Сейчас будут появляться наши слова-подсказки. Я вас призываю писать в комментариях эти слова-подсказки, чтобы у вас сформировалась ассоциация, да, что такая-то буква ассоциируется с таким-то словом, и потом, когда вы будете, например, писать или читать, вам станет гораздо легче воспроизводить в голове эти звуки. Итак, начнем со звука «х». Видите, он везде выделен голубым. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «шапка». Шапка на абазинском языке «хлпа». «Хлпа». Давайте все вместе сейчас запишем в комментариях слово «хлпа». «Хлпа». Пишите и повторяйте у себя в голове «хлпа». Так, когда вы встретите в тексте «х» твердый знак, у вас уже не будет никаких вопросов. Что это за буква, как она произносится и так далее. Пишите. Акхаца, видите, дальше мы встречаем звук «ц». Звук «ц» пишется как «ц-палочка». Произношение звука «ц» мы запоминаем с помощью слова «дерево».
Дерево на абазинском языке цла. Цла. И дальше в слове тхалт мы видим звук т. Звук т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке т. Так, давайте не ленимся и записываем слова хлпа, цла, т в комментариях. Давайте с вами не просто слушать, а еще и с пользой проводить время. Чем больше вы будете писать на родном языке, тем легче пойдет прогресс. Итак, разобрались с буквой Х. Переходим к букве Х. Х. Еще раз давайте произнесем. Х. Значит, как мы произносим букву Х? Звук Х мы произносили, немножко растягивая губы. Когда мы говорим Х, то звук образуется там же, где образуется звук Х, просто при произношении немножко округляем губы. Возможно, эти подсказки вам помогут. Итак, давайте приступим. Аквадача, кваквата, тхват. Тхвауа, акша, дахалт. Аквадача, кваквата, тхват. Тхвауа, акша, дахалт. Теперь давайте разберем выделенные буквы. Мы видим, что голубым выделена буква Х. Это буква, которую мы отрабатываем, да, на этом слайде. Давайте с вами вспомним. Не вспомним, а обратим внимание и попробуем запомнить, что звук Х пишется как Х, твердый знак В. Х, твердый знак В. Теперь давайте вспомним, что звук Х мы с вами запоминаем с помощью слова хар, гриб, хар. Да, еще хорошая подсказка, можно запомнить с помощью слова хда, да? Ха. Угу. Очень хорошо. Дальше звук т. Звук т мы запоминаем с помощью слова сова, т. Дальше слово весна, весна. Мы запоминаем, с помощью слова весна мы запоминаем звук гапн. С помощью слова олень мы запоминаем звук ш, шарах. С помощью слова шапка мы запоминаем звук хлпа. Давайте запишем эти слова. Хохар, гапн, да? Шарах, хлпа. Записывайте эти слова в комментариях. А пока мы перейдем к следующему звуку. Звук Ч. Звук Ч. Чачал, чат, чарача, чеча, ерчачат. Чачал, чат, чарача, чеча, ерчачат. Пословица, не пословица, а скороговорка про то, как красивое блюдце, которое принадлежало Чаче, разбил Чеча. Итак, звук Ч мы с вами запоминаем с помощью слова блюдце. Чат, звук Т. Еще раз напомним себе, что мы его запоминаем с помощью слова с помощью слова сова. Т. Чачал, чат, чарача, чеча, ерчачат. Следующий звук, звук Ч. Обратите внимание, как пишется звук Ч. Ч, палочка, В. Ч, палочка, В. Звук Ч. Уча, уапсат, уара, уахча. Еж, ачан, пхача, пхача. Уча, уапсат, уара, уахча. Еж, ачан, пхача, пхача. Повторяйте за мной. Уча, уапсат, уара, уахча. Еж, ачан, пхача, пхача. Теперь давайте разберем выделенные буквы. Итак, буква Ч, которая пишется как Ч-палочка В, мы ее запоминаем с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке Ча. Дальше, буква Г, мы запоминаем ее произношение с помощью слова весна. Весна на абазинском языке Гапн. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т.
Звук х пишется как х мягкий знак, да? Мы запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хяпщ. Хяпщ. Звук ж мы запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке ж. Разобрались, да, как произносить звук ч. Освоили с вами скороговорку на этот звук. Теперь последний звук на сегодняшнем занятии – звук ч. Посмотрите, как пишется звук ч. Звук ч пишется как ш, как ш-палочка. Ш-палочка образует звук ч. Давайте прочитаем скороговорку, которая поможет нам отработать произношение звука ч. Ича, гяча, свом ачапсарт. Чамш ичаб, ачаварах. Ича, гяча, свом ачапсарт. Чамш ичаб, ачаварах. Итак, звук ч мы с вами запоминаем с помощью слова крот. Крот на абазинском языке чуб, чуб, да? Дальше звук г мы с вами запоминаем с помощью слова чебрец. Чебрец на абазинском языке ген, ген. Звук п, ячап. Звук п мы запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. Слово весна мы с вами запоминаем с помощью слова, звук г мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке агапн, агапн. И звук х мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха, ха. Ича, гяча, свом ачапсарт. Чамш ичаб, ачаварах. Вот какая хорошая скороговорка для освоения звука ч. Теперь переходим к следующей части нашего занятия. Это правила чтения. Правила чтения на абазинском языке ахарыфква ргабхяща. Ахарыфква ргабхяща. Итак, давайте вспомним, что звук х мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Звук к мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке к. Звук г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. И звук х, который пишется как х мягкий знак, мы с вами запоминаем как с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хяпщ. Хяпщ. Да? Теперь начнем со звука х и напишем несколько слов, которые помогут нам запомнить этот звук. Давайте будем читать все эти слова, чтобы не только запомнить, как пишут этот звук, а еще и запомнить, отработать его произношение. Итак, приступим. Кхылпа – шапка, шка – гора, кадза – мужчина. Кхылпа – шапка, шка – гора, кадза – мужчина. Звук к мы запоминаем с помощью слова шапка. Звук ц мы запоминаем с помощью слова дерево, цла. Кхылпа – шапка, шка – гора, кадза – мужчина. Следующая группа слов. Ка – голова, кхза – одеяло, щамка – колено. Ка – голова, кхза – одеяло, щамка – колено. Звук к мы запоминаем с помощью слова шапка. Кхылпа – кхылпа. Еще раз давайте прочитаем эти слова. Ка – голова, кхза – одеяло, щамка – колено. Еще одна группа слов на звук к. Мака – плечо, апка – впереди, рка – поле. Мака – плечо, апка – впереди, рка – поле.
Давайте напомним себе, что звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «шапка». Не лишним будет нам еще раз себе напомнить этот момент. Давайте вместе прочитаем. Мака – плечо, апка – впереди, рка – поле. Очень хорошо. Перейдем к звуку «х». Давайте еще раз повторим. «Х», «х». Обратите внимание на то, как он пишется. Звук «х» пишется как «х», твердый знак «в». Приступим теперь. Давайте прочитаем слова на экране. Ракха – нитка, хмарра – играть, хлапны – вечер. Ракха – нитка, хмарра – играть, хлапны – вечер. Ракха – нитка, хмарра – играть, хлапны – вечер. Звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «гриб». Гриб на абазинском языке «хар». «Хар». Давайте еще раз прочитаем эту группу слов. Ракха – нитка, хмарра – играть, хлапны – вечер. Очень хорошо. Еще немного слов на звук «х». Хш – лекарство, анха – свекровь, апха – свекор. Хш – лекарство, анха – свекровь, апха – свекор. Звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «гриб». Гриб на абазинском языке «хар», «х», «хар». Давайте вспомним, что звук «ш» мы с вами запоминаем с помощью слова «олень». Олень на абазинском языке «шарах», «ш», «шарах». Еще раз давайте прочитаем эту группу слов. «Ш» – лекарство, «анха» – свекровь, «апха» – свекор. Следующая группа слов помогает нам с вами отработать произношение звука «ч». Давайте сначала обратим внимание на то, как пишется звук «ч». Звук «ч» пишется как «ч» палочка, «ч» палочка. Итак, чат – блюдце, матч – незначительный, чда – излишек. Чат – блюдце, матч – незначительный, чда – излишек. Звук «ч» мы с вами запоминаем с помощью слова «блюдце». Блюдце на абазинском языке – чат. Еще раз давайте прочитаем слова на экране. Чат – блюдце, матч – незначительный, чда – излишек. Еще пара слов на звук «ч». Чапщара – охранять, сачра – сжигать. Чапщара – охранять, сачра – сжигать. Звук «ч» мы с вами запоминаем с помощью слова «чат». Чат – это блюдце на абазинском языке. Еще раз давайте прочитаем эти два слова. Чапщара – охранять, сачра – сжигать. Теперь давайте обратим внимание на этот слайд. Здесь у нас с вами приведены слова, которые помогают отработать произношение звука «ч». Давайте посмотрим, как пишется звук «ч». «Ч», палочка, «в» образует звук «ч». «Ч», палочка, «в» образует звук «ч». Теперь давайте прочитаем эти слова. Ча – яблоко, чан – бульон, чуара – плакать. Ча – яблоко, чан – бульон, чуара – плакать. Давайте теперь напомним себе, что мы с вами запоминаем произношение звука «ч» с помощью слова «яблоко». Яблоко на абазинском языке «ча». «Ч», «ча». Давайте еще раз прочитаем эту группу слов. Ча – яблоко, чан – бульон, чуара – плакать. Следующая группа слов тоже помогает нам с вами отработать произношение звука «ч». Чца – стекло, сынча – в этом году, хрчы – айран. Чца – стекло, сынча – в этом году, хрчы – айран. Еще раз давайте напомним себе, что звук «ч» мы с вами запоминаем с помощью слова «яблоко».
Яблоко на абазинском языке ча. Ча. Давайте прочитаем еще раз ту группу слов. Чца – стекло. Сынча – в этом году. Хырчы – айран. Чца – стекло. Сынча – в этом году. Хырчы – айран. Следующая группа слов помогает нам с вами отработать произношение звука Ч. Давайте обратим внимание еще раз, как пишется звук Ч. Звук Ч пишется как Ш палочка. Обратите внимание, Ш палочка – это звук Ч. Давайте посмотрим, какие есть слова на звук Ч. Ча – рот, мч – дрова, чц – новый. Ча – рот, мч – дрова, чц – новый. Ча – рот, мч – дрова, чц – новый. Давайте напомним себе, что звук Ч, еще раз обратите внимание, что он пишется как Ш-палочка. Мы с вами запоминаем с помощью слова крот. Крот на абазинском языке чуб. Чуб. Давайте еще раз прочитаем эту группу слов. Ча – рот, мч – дрова, чц – новый. Следующая пара слов на звук Ч. Чуна – подвал, чпа – местность. Чуна – подвал, чпа – местность. Чуна – подвал, чпа – местность. Давайте еще раз напомним себе, что звук Ч мы с вами запоминаем с помощью слова крот. Крот на абазинском языке чуб, ч, чуб. Звук П мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке рп, рп. Да? Давайте еще раз прочитаем эти два слова. Чуна – подвал, чпа – местность. Чуна – подвал, чпа – местность. Очень хорошо, молодцы, отлично поработали. На этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я вам хочу напомнить, что этот и все последующие занятия вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах